Забросали, да. При каких-то, да. Ну там что, они не поняли пока, потом надо будет смотреть. Что там выйдет. Богато, да? 2 метра, 3 метра. Да. И причем культурные слои переслаиваются слоем глины. Вот и возраст этого слоя и этого слоя может быть 100 лет примерно разница. Вот это более древние, а это, соответственно, уже какие-то 18 век, 17 может быть. А это, мы так поняли, вот этот ров связан, наверное, может быть, даже с памятником Константина Иванова, может быть. Да, да, потому что он завален тем же самым мусором, что наверху. Похоже на то. Вот как раз как это вращается. А это уже глина-материк внизу. Ну мы, конечно, еще глубже там копнем, посмотрим, но, скорее всего, там уже заканчивается. Памятника не остались, скорее всего. Это же можно посмотреть там, на какой глубине. Да, да. Здесь это планировочный проект. Да, то есть примерно можно посмотреть, какой глубину копали, сделали, что заливали. На Геронтьевской вот это, что за фундамент идет? Предположили, что ограда церкви и монастыря. Причем полностью. вот это полностью, это ограда монастыря. Причем вначале она была сделана из деревянного чистокола. Вот там мы даже уже вскрыли чистокол. Здесь, вот там, да. Он прям сплошной, мы его вскрываем, он сплошной идет, чистокол деревянный. А потом за ним уже сделали каменную стену, видимо. То есть это как раз граница монастыря, и она соответствует вот этому склону. Вот он. Туда, значит, женский монастырь, а сюда уже какая-то другая территория идет. Вот. Ну, сооружений очень много. Вон там вышло какое-то сооружение. Там очень много сооружений разных каменных. Мы все стараемся фиксировать, а так в будущем можно было понять все это. Вот. Деревянный. Дерево можно задатировать, да? Ну, у нас не то дерево. Это дендрохронология здесь не применяется. Радиоуглероды ради. Да, радиоуглерод только на средневековье редко где. Здесь датировки монеты нужны. Ну, находки, конечно, это кости животных. Ну, можно по керамике, по изразцам, которые стекло в то время было. Находки в основном вот идут у нас. Ага. В основном черепки, кости животных, стекла очень много. Слюду нашли древнюю. Раньше не было стекла в 17 веке, а слюдой закрывали, да, слюду нашли. Очень много нашли ножей железных уже, гвоздей кованых вот этих, значит, каких-то, ну, предметов железных тоже будет много, конечно, разных. Вот. Вот находки. Тут находок много собираем. Часть, наверное, потом придется отсортировать. Встречаются вот эти, как называют, климпы, которыми покрывали церкви, каменные, такие как черепицы. Они желтого, зеленого цвета тоже находим. Все это. Ну, в основном, конечно, черепки, да. Их очень много просто. Посуды. Вон там целый горшок, кстати, вон. Вон в стене. Да. Вон в стене целый горшок. И не просто горшок, а он еще берестой обмотанный. Да. И у него береста сохранилась по кругу. В печке он был явно весь черный, копченый. Вот, а он, видите, на дне оказался погреба. И случился пожар, все обрушилось, вот угольки видели на дне погреба, все это. Его просто оставили. Он заваленный угольками. А он как раз вот сверху. Ну, развалов много мы находили, там находили. Потом мы его ушли. Может, а точно надо склеить. Нет, ну я говорю, что склеить. Покажи горшок рукой, покажи, пожалуйста. Это верхняя часть. И смотрите. Нижняя часть, вот он лежит, он как бы лежит опрокинутый. И в нем черепки. А вот он, след пожарища, он прям фиксируется, вот он идет. А вот по всему же идет. Да, вот он идет, все это след пожарища.
Вот он. Выше даже. А здесь погреб просто оказался засыпан этими самыми головешками. Горел город. Вот головешки, все это засыпано, а вот он идет слой пожарища. Вот это все. Вот это все горело. Вот по уголькам можно сделать углеродный анализ, кстати. И вот по этим уголькам можно продатировать точный возраст. До 100 лет, до 100 лет будет возраст. Когда это было там, в каком году. Это пожар. Мы, наверное, оттуда берем пробу как раз на углеродный анализ. А где делают этот анализ? В Москве делают у нас, в Ленинграде делают. За границей можно сделать. Вот какая-то посуда стеклянная, винная, по-моему. А это да, это не видное, это можно ее вытащить. Это пузырек. Мы пока не поняли, что это. Скорее всего, это аптечный пузырек. Вот он, аптечный. Аптечных пузырьков разного калибра встречается очень много здесь. Мы уже собрали целую коллекцию. Можно будет даже передать в музей медицины. Мы ему уже очень много таких передали. Вы Но они разные. сначала... Ну мы их опишем. Подождите, Опишем, изучим. Передавать всегда успеем. Да у нас их много просто, тысячи. Конечно. Мы их описываем тоже, изучаем. А в музее медицины они будут тоже в научном фонде.